10 экстремальных трюков, закончившихся трагедией. В каждом из нас живет неугомонное желание бросить вызов смерти и в один прекрасный момент пуститься в какую-нибудь опасную авантюру. Однако представленные в нашем видео трюки не могут не обратить на себя внимание старухи с косой. Перед вами самые опасные экстремальные трюки, которые вы можете выполнить на свой страх и риск. Зорбинг. Зорбинг – экстремальный вид спорта, заключающийся в спуске человека в прозрачном шаре – зорбе, с горы. Есть несколько видов зорбинга. В одном случае положение человека внутри шара зафиксировано, в другом он свободно перекатывается внутри зорба. Трагический случай произошел на горнолыжном курорте в Южной России, когда неуправляемый зорб покатился с горы и упал с утеса в озеро. В зорбе находилось 2 человека. 27-летний Денис Бураков, который погиб от перелома шеи и позвоночника, и его 33-летний друг Владимир Щербак, которому удалось отделаться сотрясением мозга и многочисленными рваными ранами. Несчастный случай заставил курорты пересмотреть свою технику безопасности в больших объектах, в том числе в зорбах. Рафтинг на реке с порогами. Когда дело касается водных видов спорта на открытом воздухе, рафтинг на реке с порогами не знает себе равных. Каждой реке присваивается категория сложности. Первая категория самая простая, 6-я самая сложная. Для рафтинга на реке с порогами характерно опрокидывание. Если вы попадаете под рафт, вы рискуете застрять и утонуть. Также, проходя по реке, вы рискуете натолкнуться на камни или вдохнуть амебу, питающуюся мозгом. Именно это и произошло с 18-летним подростком, посетившим Национальный центр рафтинга США в городе Шарлотт, Северная Калифорния. Полеты в вингсьюте. С момента изобретения вингсьюта и вингсьют-полетов, при которых человек прыгает с большой высоты и планирует по воздуху в одном лишь специальном костюме, было зафиксировано немало случаев с серьезными и трагическими последствиями. С 1963 года имели место множество случаев со смертельным исходом по причине несвоевременного раскрытия парашюта. Столкновения с деревьями, ограждениями, скалами из-за потери контроля при изменении направления ветра. Например, 28 августа 2009 года погиб Илай Томпсон, совершавший полет в вингсьюте в швейцарских Альпах. Причиной смерти стало столкновение с горой. Хели-ски. Хели-ски считается самым опасным видом спорта в мире. Это катание на горных лыжах со склонов гор с подъемом на вершину на вертолете вместо обычного горнолыжного подъемника. Это значит, что вас ждет труднопроходимая пересеченная местность, которая не была размечена или проверена на безопасность. Какой бы спуск вы ни выбрали, ответственность за вашу безопасность будете нести только вы. Во время зимних каникул многие канадцы отправляются в горы Багабо в поисках хели-ски приключений. В 1991 году 9 человек погибло из-за спуска лавины, застигнувшего 12 лыжников. Банзай-скайдайвинг. Банзай-скайдайвинг заключается в том, что вы должны поймать свой парашют, будучи в воздухе. Итак, вы находитесь в самолете на высоте 10 тысяч футов. Выбрасываете свой парашют, ждете 2 секунды и затем прыгаете за ним. На скайдайвере не надет парашют, он преследует его в воздухе. Специальная веревка привязана к парашюту и скайдайверу. Однако, чтобы не случилось страшного, вы должны вовремя добраться до парашюта. В другом случае скайдайвер сначала держит парашют, будучи в воздухе, надевает его и раскрывает. Зиплайн – спуск на канатах в вулканическом парке. Этот зиплайн, расположенный в Коста-Рико, предлагает вам скоростную 2-мильную поездку через вулканический парк Аренале. Мы сказали, что это действующий вулкан. Последнее извержение приходится на 1984 год, однако никто не может точно сказать, когда ждать нового взрыва лавы. Помимо вулкана вы сможете вдоволь налюбоваться пролетающими мимо птицами и прыгающими по деревьям обезьянами. Максимальный доступ к природе. Мотокросс. Сама по себе езда на мотоцикле представляет опасность вследствие открытых металлических частей, которые в случае аварии могут нанести мотоциклисту серьезные травмы. Будто этого было недостаточно, и люди придумали мотокросс. Теперь, будучи на мотоцикле, вам нужно преодолевать крутые повороты и выполнять прыжки высотой в 30 футов.
При одном случае смерти из 1000 любой может себе представить количество травм, которые человек может получить, занимаясь мотокроссом. В декабре 2014 года 12-летний мальчик, которого называли адреналиновым наркоманом, погиб, потеряв управление над своим байком при выполнении 15-футового прыжка на треке Рочдейл, Англия. Банджи-джампинг у вулкана Вильярика. Сам по себе банджи-джампинг представляет опасность. Вы прыгаете с моста или высокого здания, и затем резиновый канат отбрасывает вас назад. И вот вы остаетесь на милость снаряжения и каната, на котором вы висите. В Пуконе, Чили, прыжки с моста или с обычного фундамента считаются слишком скучными. Вместо этого вы прыгаете с вертолета в действующий вулкан. Мало того, что вы прыгаете с высоты 10 тысяч футов, так вы еще попадаете в жерло действующего вулкана, зависая в каком-то футе от раскаленной лавы. Дельтапланеризм. Да, вы не ослышались, дельтапланеризм является одним из самых опасных видов спорта, которым вы можете заняться на свой страх и риск. При показателе смертности 1 из 1000, как и в случае мотокросса, чем выше вы поднимаетесь, тем опаснее становится ваш полет. Только представьте, лишь пояс, летательный аппарат без двигателя и направляющий вас ветер. В дельтапланерическом приключении может многое пойти не так. В мае 2006 года мужчина погиб при полете на дельтаплане в Лейк-Каунти, Флорида, в менее чем 100 футах от компании Quest Hang Gliding. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.